ни скотину, ничего абсолютно сохранить они не сумели. И когда я заговорил о том, что мы будем восстанавливать, кто-то из сидящих там старейшин сказал, что мы как-то всю жизнь без внимания, дайте нам землю на равнине, ничего нам здесь не нужно, до нас дела нет, вот видите, мы в каком состоянии. Но я попробовал их успокоить, сказал, что я все это вижу сам, и нас с вами вместе испытывает Всевышний. Мы выделим вам земли, конечно, но чтобы вы оставляли землю предков, вы что хотите, чтобы по этой земле ходили какие-то другие люди? Это будет неправильно. И я помню, старейшина Смурзиев и еще один, они встали и сказали мне, что мы вас очень уважаем, мы знаем ваших предков, мы знаем ваших родителей, ваших старших, но вот то, что вы сейчас говорите, это невозможно. И я сказал, что мне очень приятно то, что вы сказали о моих старших. Поверьте мне, я не самый лучший среди них, но я вам даю слово, что все будет, как я сказал. Эти люди оказались в беде. И в этой ситуации нужно было сделать все возможное, чтобы они не остались наедине со своим горем и не потеряли веру в то, что они еще нужны своему государству. Да и мог ли он, президент республики, представитель древнего на Кавказе рода и потомок героических предков, оставивших свои славные имена в истории ингушского народа и российского государства, мог ли он найти другой ответ для старейшин из Горной Ингушетии? Ну и тут же нашлись те, кто действительно поверил мне, я потом поверил им, и они сегодня тоже у нас работают. И мы первые в Южном федеральном округе закончили строительство домов.